Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я расскажу вам о предварительных итогах нашей с вами совместной работы в 2020 году, о наших с вами видимых успехах, о проблемах, с которыми мы столкнулись, и о путях их решения. Город Якутск является одним из самых быстро растущих городов в Российской Федерации. В списке 100 крупнейших городов России мы с вами занимаем 61 место и 5 место в Дальневосточном федеральном округе. В 2020 году наше население увеличилось еще на 4 тысячи человек. У нас сейчас в городе проживает 340 тысяч человек, и это больше трети всего населения Республики Саха-Якутия. И радостным событием для нас является то, что в этом году у нас с вами родилось 3,5 тысячи малышей. Наш город с вами молодой, средний возраст жителя 36 лет, тогда как по республике 38, а по Российской Федерации средний возраст жителя 41 год. Но поскольку Якутск имеет относительно развитую социальную инфраструктуру, более обширный рынок труда, более высокие доходы, конечно, это является привлекательным местом для миграции. Наш город обеспечивает основную долю введенных жилых домов в республике. По итогам этого года будет введено в строй около 300 тысяч квадратных метров жилья, тогда как по республике это всего 512 тысяч квадратных метров. Также вы знаете, что благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году мы с вами построили еще 23,6 километров объектов улично-дорожной сети. И это в 2-3 раза больше, чем в предыдущие годы. При этом по объему выполненных строительных работ город Якутск занимает лишь 9% от всего объема, а в объеме инвестиций в основной капитал доля города составляет лишь 15% от республиканского значения. И это указывает на нехватку инвестиционных вложений. Прежде всего речь идет о социальных и инфраструктурных объектах в столице, на территории городского округа город Якутск. И мы ожидаем более активной работы от наших депутатов Илтумен, от народных депутатов республики и более внимательного отношения правительства к нуждам столицы. У нас есть позитивный диалог, и мы надеемся, что будут приняты решения, улучшающие жизнь в городе Якутске. Как известно, в Якутске проживает более трети населения Якутии. При этом консолидированный бюджет нашего города составляет не более 8-9% от республиканского. И городу при существующей системе распределения налоговых и неналоговых доходов не хватает средств на развитие. При этом первоочередные расходы, в частности, заработная плата работников бюджетной сферы, на которую приходится львиная доля всех расходов городского бюджета, ежегодно растут. Например, в сравнении с 2019 годом рост расходов по фонду оплаты труда в этом году составил более полумиллиарда. В связи с повышением заработной платы, вводом новых детских садов, новых школ и расходами по персоналу. Ожидаемое исполнение бюджета на 2020 год по доходам составит 17,9 миллиардов рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления 7,96 миллиардов рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 9,95 миллиардов рублей. Что касается наших с вами расходов, наши с вами расходы это 18,8 миллиардов рублей. Я неоднократно рассказывала, и вы знаете о том, что основными доходными источниками нашего с вами бюджета являются наши с вами налоги с доходов физических лиц. И это составляет 62% собственных доходов нашего с вами местного бюджета. Еще 28% наших доходов составляют налоги со специальными режимами. Это упрощенная система налогообложения, это патентная система налогообложения, сельхозналог и НВД. И еще 8% дают неналоговые доходы. При этом, так же как и в предыдущие годы, наш с вами бюджет сохраняет социальную направленность. В структуре расходов бюджета на расходы в социальной сфере, а это образование, культура, спорт, социальная политика, составляют почти 70% всех наших с вами расходов. Жилищное коммунальное хозяйство – это 8,5% расходов местного бюджета. Национальная экономика – 12,6% и общегосударственные вопросы – 7,5%. В бюджете на 2020 год
заложены и приняты ранее обязательства по реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству социальных объектов в городе Якутске. Это 620 миллионов рублей. Надо понимать, что это 7% от всего объема наших с вами расходов. На реализацию 5 национальных проектов на территории города Якутска заложен объем финансирования 2,8 миллиарда рублей. На реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» из бюджета города Якутска в 2019 и в 2020 году мы ежегодно закладываем и расходуем по 500 миллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем в предыдущие годы. При формировании бюджета на 2020 год мы продолжили работу по оптимизации расходов местного бюджета. Мы еще сократили командировочные расходы, средства на содержание и капитальный ремонт административных зданий. Мы сократили все расходы, которые не связаны с обязательствами муниципалитета. Мы практически в 2 раза сократили расходы на средства массовой информации. Если в 2018 году это было 65 миллионов, то на 2021 год мы предусмотрели уже 35,9 миллионов рублей. Важным и нерешенным на сегодняшний день вопросом остается вопрос финансирования столичных функций из бюджета Республики Саха-Якутия. Объем субвенции, которые нам выделяются, не компенсирует реальных затрат города. И в 2020 году подтвержденные расходы на эти цели составили 417 миллионов рублей. Республиканский бюджет нам возместил 359 миллионов рублей, что составляет всего 86% от реально понесенных городом расходов. При поддержке народных депутатов Государственного собрания Илтумен от города Якутска мы ведем работу над увеличением суммы софинансирования на столичные функции. И на 2021 год предварительно предусматривается сумма в размере 376 миллионов рублей, что больше, чем финансирование в 2020 году, в уходящем году, на 17 миллионов рублей. Мы продолжаем ставить вопрос об увеличении на 5% нормы отчисления городу Якутску от налогов, собираемых работодателями по НДФЛ. Напомню, сегодня мы получаем 40% от всех собираемых налогов. Надо сказать, что сейчас работает большая правительственная группа, куда входят и представители окружной администрации города Якутска. Есть определенные положительные подвижки, и мы надеемся, что голос города Якутска будет услышан и софинансирование увеличено. Серьезным испытанием в 2020 году стала пандемия коронавирусной инфекции. Не только для тысяч людей, экономики, бизнеса, здравоохранения, но и для системы управления и городского бюджета. Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19 за 2020 год для нашего городского бюджета составили более 300 миллионов рублей. 78 миллионов рублей из городского бюджета было направлено на приобретение сухих пайков, продуктовых наборов для нуждающихся на период самоизоляции. Их получают более 32 тысяч школьников из льготных категорий. Еще 36 миллионов городом было направлено на приобретение медицинских средств и оборудования. МУП «ЕПАК» оказывал и оказывает услуги по перевозке медицинских работников, и это расходы городского округа в размере 36 миллионов рублей. Приобретение дезинфицирующих средств. И сами работы по дезинфекции обошлись городу в уходящем году еще в 53 миллиона рублей. Вы помните, что муниципалитетом в обязанность было вменено содержание обсерваторов. На эти расходы мы направили 22 миллиона рублей. В целях поддержки семей, в которых не было технических устройств, электронных устройств для дистанционного обучения, мы направили 7 миллионов рублей для приобретения электронных планшетов для детей из малообеспеченных семей. Мы осуществили единовременные выплаты семьям, где растут дети-инвалиды, и это составило более 6 миллионов рублей. И, кроме всего прочего, мы с вами закупали рециркуляторы, бесконтактные термометры, маски, перчатки, защитную одежду. Направлено на эти цели еще 12 миллионов рублей. В этих непростых условиях город посчитал необходимым оказать поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, нашим предпринимателям.
Мы оказывали различные формы поддержки и в виде отсрочек, и сокращения платежей, беспроцентных микрозаймов, отсрочки по кредитам, которые были выданы Фондом развития города Якутска, а также по отмене некоторых платежей вовсе. И на все эти формы поддержки город направил порядка полумиллиарда рублей. Различными формами поддержки воспользовались тысячи городских предпринимателей. Конечно же, вся эта ситуация сказалась на сокращении собственных доходов города Якутска. И наши с вами доходы в 2020 году упали на 202 миллиона рублей. Руководство Республики Саха-Якутия вот в декабре месяце компенсировали часть вот этих выпадающих доходов и направили нам порядка 141 миллиона рублей. Конечно, меры, предпринятые и правительством республики, и города Якутска, может быть, и смогли несколько смягчить последствия, экономические последствия пандемии, однако, конечно, нужно признать, что для многих предпринимателей города 2020 год выдался крайне сложным, у многих из них существенно сократились, а у некоторых и вовсе прекратились доходы. С начала пандемии в нашем городе развернул свою работу городской оперативный штаб, который в постоянном режиме мониторит ситуацию. Вы знаете, что в городе проводятся рейды, которые обеспечены на то, чтобы и предприниматели, и вообще все в городе не нарушали установленных правил. И, пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить всех горожан, всех предпринимателей за те меры, которые всеми нами были предприняты. Бывая в других городах, я могу сравнивать и должна сказать, что город Якутск, в отличие от многих городов, все-таки понимал все те ограничения, которые введены, и с пониманием и грамотно применял все санитарные нормы и обыкновенные гигиенические правила. Я считаю, что принятые ранее меры и продолжающиеся меры, они способствуют сдерживанию инфекций, смягчают последствия пандемии для экономики и социальной сферы, помогают сберечь жизнь и здоровье якутян. Приближаются новогодние праздники. Да, сегодня мы наблюдаем некоторый спад количества выявленных новых заболевших, но это не является поводом для самоуспокоения, поэтому мы должны придерживаться установленных норм и правил в целях сохранения здоровья как себе, так и своим близким. Эксперты говорят о том, что пандемия с нами надолго, и минимум еще до середины следующего года это все продолжится. Но мы надеемся, что разработанная вакцина докажет свою эффективность и поможет спасти жизнь и сохранить здоровье наших жителей. Ну, а теперь о позитивных новостях. Якутск второй год участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование проекта осуществляется из трех источников: муниципалитет, республиканский бюджет и федеральный бюджет в равных долях. Итого у нас получается 1,5 миллиарда ежегодно. И за 2019-2020 год отремонтировано, реконструировано, построено без малого 50 километров автодорог. В 2020 году проведены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 28 объектов улично-дорожной сети города. Общая протяженность составила 23,6 километров. Но вы все всем городом наблюдали за дорожными работами. Огромное спасибо всем неравнодушным, которые сообщали о ходе работ, о замеченных недостатках, вносили предложения. Это все здорово помогает и, конечно, дисциплинирует дорожников. И я очень надеюсь на то, что во все последующие годы вы также будете принимать активное участие и контролировать строительство дорог. Но объекты все я перечислять не буду, вы их можете увидеть сейчас на экране. Но самое главное, я бы хотела сказать, что принципиально для нас было, чтобы дороги мы строили, ремонтировали не только в центре города, но и в наших пригородах. Это наша позиция, что все территории города Якутска должны развиваться равномерно. Вся эта работа непростая, сложная работа, в спорах, в полемике, но тем не менее мы с вами улучшаем показатели нормативного состояния дорог в нашем городе. И если в 2019 году 30%
наших дорог было в нормативном состоянии, то в этом году уже 35. В следующем году мы с вами еще поработаем и поднимем количество нормативных дорог до 40%. И таким образом мы должны с вами достичь к 2024 году плановой цифры 85% нормативного состояния дорог. В 2023-2024 году наши планы с вами существенно увеличатся, и мы будем строить в год до 50 километров дорог. Вы всегда совершенно правильно отмечаете в своих обращениях, в своих комментариях о том, что дороги – это не только проезжая часть. Дороги – это еще и сопутствующее благоустройство. В первую очередь мы с вами говорим о тротуарах и уличном освещении, о озеленении и объектах дорожной безопасности, а также, конечно, о велодорожках. К счастью, из года в год у нас все больше в городе велосипедистов, людей, сторонников и приверженцев здорового образа жизни. И здесь у нас для вас тоже хорошие новости. В 2020 году мы построили в общей сложности 58 тысяч квадратных метров новых тротуаров, как в плиточном, так и в асфальтовом исполнении. Для сравнения, в 2019 году мы с вами построили 26,5 тысяч, а годом ранее 18 тысяч квадратов. Согласитесь, есть большая разница, и для нашего города это хорошие цифры. Да, по отдельным объектам у нас есть вопросы к подрядчикам как по качеству, так и по срокам. Мы их и предупреждаем, мы их и штрафуем, но в целом прогресс в этой сфере серьезный, и это отмечают как эксперты, так и проверяющие, которые приезжали в этом году в город Якутск и проверяли ход дорожного строительства. По уличному освещению также есть неплохая динамика. В рамках программы «Светлая столица», которая реализуется в нашем городе не первый год, мы установили в этом году 280 опор уличного освещения, и в том числе 91 опора была установлена в пригородах. Это больше, чем за 2 предыдущих года вместе взятых. И мы стремимся к тому, чтобы все наши городские улицы к 2024 году имели освещение. Безусловно, при строительстве тротуаров мы должны, обязаны и стараемся уделять особое внимание удобству съездов в целях обеспечения безбарьерной среды в нашем городе. И это важно не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для мам с колясочками. А также мы особое внимание уделяем оборудованию средствами безопасных пешеходных переходов, современными светофорами и особенно возле детских учреждений. А если говорить о велодорожках, то напомню, в 2019 году мы впервые запроектировали и построили в Якутске дорогу сразу с велодорожками. Это на 202 и 203 микрорайонах. А следующие велодорожки появятся уже вдоль проспекта Ленина с 2 сторон. Я напомню, что проспект Ленина мы с вами начнем ремонтировать в следующем году, закончим в 2023. Это очень длинный объект. И более того, ремонт проспекта Ленина, он будет идти с 2 сторон, как мы говорим для себя, от фасада до фасада, то есть полностью с мощением, с тротуарами, велосипедными дорожками, заменой всей инфраструктуры, которая есть на этом объекте. Поэтому работы разделены на 3 года. И также велодорожка предусмотрена вдоль окружного шоссе, которое мы начали строить в этом году и закончим, сдадим объект в следующем году. Проблема ветхого и аварийного жилья является острейшей для нашего с вами города. Большинство деревянных многоквартирных домов города Якутска, построенные в 50-х, 60-х годах, а некоторые в 40-х годах, являются фактически ветхими. И нашей командой проделана большая работа по признанию их аварийными. На сегодняшний день в городском округе город Якутск имеется 1135 многоквартирных деревянных домов. Из них официально признанные аварийными 818 домов. В 2020 году мы признали аварийными 211 домов. В 2019 году мы признали аварийными 197 домов. А в 2018 году мы признали аварийными 108 домов. Вы видите, что мы из года в год увеличиваем темпы. Для сравнения, за весь период с 2012 по 2017 год были признаны аварийными и вошли в федеральную программу на переселение только 161 дом. Для чего мы это делаем? Почему мы так ускоряемся?
ровно лишь для того, чтобы у этих людей, которые живут в таких старых обветшалых домах, был шанс войти в следующий этап федеральной программы и переселиться в новое жилье или же получить компенсацию за жилье, в котором они проживают сейчас. Республиканская программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда реализуется по плану. И в целом площадь расселяемых квартир на пятилетку с 2019 года по 2024 года составляет 68 тысяч квадратных метров. Это 1947 квартир и 5496 граждан. Это жилье, признанное аварийным, повторюсь, в период с 2012 по 2017 год. В первый этап 2019-2020 года по этой программе включено 241 жилое помещение общей площадью 7770 квадратных метров, и в этих жилых помещениях проживает 739 жителей нашего города. Уже заключены государственные контракты на приобретение у застройщиков 155 новых квартир, и на вторичном рынке будут приобретены 32 квартиры, а еще 54 горожанина выбрали денежное возмещение за свои жилые помещения. Помимо федеральной программы, республиканской программы, ведется работа и в рамках муниципальной программы, нашей городской программы. В 2020 году мы расселили 41 квартиру, 98 человек. Общая площадь всех этих расселенных аварийных квартир составила более 1300 квадратных метров. Отсеяв все ненужные расходы местного бюджета, в 2020 году нам удалось дополнительно выделить еще 134 миллиона рублей на расселение граждан, проживающих конкретно в 2017 квартале. Мы расселили 47 квартир из 3 домов. Аукционы уже проведены, компенсации людям, которые выбрали компенсации, уже выплачены. И мы в 2020 году, кроме всего прочего, еще за счет городского бюджета произвели снос 16 домов, а это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Но, к сожалению, средств городского бюджета на большее пока не хватает. Я бы хотела призвать горожан, которые проживают в домах, которые все еще не признаны аварийными, вместе со своими соседями проявить инициативу и приложить все силы, чтобы в ближайшее время признать свои дома аварийными. Чем быстрее вы признаете свои дома аварийными, тем больше у вас шансов попасть в число первых при начале реализации следующего этапа федеральной программы. Также нами проведена большая работа по выделению финансирования на социальные выплаты молодым семьям на общую сумму 88 миллионов рублей, которые были направлены молодыми семьями на улучшение жилищных условий. И в текущем году впервые реализуется программа по предоставлению выплаты для улучшения жилищных условий гражданам, которые жили в непредназначенных для жилья строениях, которые были построены в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. И первой такой вот льготой воспользовался в Якутске гражданин, который проживал все это время в вагончике на улице Челюскина, 22. Еще одним приоритетным направлением остается обеспечение жильем детей-сирот. В 2018 году было предоставлено 149 квартир, в 2019 – 168 квартир. В этом году предоставлено уже 125 квартир, и таким образом жилье получило 442 сироты. И по лимитам этого года еще 65 человек получат ключи в следующем году. Мы продолжаем работу по такому направлению, как комплексная застройка кварталов. Ближайшим направлением здесь являются реализуемые в городе Якутске договоры развития застроенных территорий, или сокращенно ДРЗТ. Они позволяют постепенно уйти от этой точечной застройки, о которой многие из вас говорят, и многие ее критикуют, и совершенно верно, и переходом в сторону комплексной застройки. Так, если в 2018 году не было заключено ни одного договора развития застроенной территории, то в 2019 было подписано уже в 2, а в 2020 году мы подписали 7 таких договоров с застройщиками. К расселению подлежит 33 многоквартирных дома, и в том числе, конечно, и аварийные. Но надо сказать, что нам пришлось и расторгнуть ранее заключенные договоры. Это 4 договора было нами расторгнуто в связи с тем, что застройщики не исполняли условия договора. Это такие компании, как «Строймонтаж-2002», «Стройинжиниринг» и ЯКСМК.
В уходящем году ввод жилья по предварительным расчетам, по прогнозу, составит 282 тысячи квадратных метров, в том числе по многоквартирным домам 217 тысяч квадратных метров и индивидуальное жилищное строительство 65 тысяч квадратных метров. Расселение и снос аварийных домов останется в приоритете и в последующие годы. Во второй этап республиканской программы со сроком исполнения до конца 2021 года включены 270 жилых помещений общей площадью более 8 тысяч квадратных метров, в которых проживает 772 человека. И финансирование третьего этапа программы, а он стартует также в 2021 году, существенно увеличится. И мы планируем расселить уже 115 домов, и в новые квартиры переедут 3305 человек. На сферу образования города приходится 60% всех наших с вами расходов. Это более 11 миллиардов рублей, которые направляются на заработную плату и на обеспечение государственных стандартов образования. Основной проблемой сегодня является, и вы все об этом, конечно, знаете, это переполненность городских школ. Причем количество учащихся ежегодно прибавляется, и в этом учебном году в 52 школах города обучается уже 48,5 тысяч школьников. Это на 1250 детей больше, чем в 2019 году. Наполняемость наших классов превышена в 2 раза, и особенно, конечно, это касается центральных школ города Якутска. Немногим лучше ситуация обеспеченностью с детскими садами. 63 муниципальных детских садика посещают более 19 тысяч малышей. При проектной заполняемости наших детских садов в 11 тысяч мест. По-прежнему есть нехватка мест в ясельных группах. При поддержке руководства республики мы продолжаем работу по обеспечению быстрорастущего населения города новыми школьными местами. Так, до конца года должен быть введен в строй пристрой к 31-й школе, что обеспечит нам еще 315 новых школьных мест. На сегодняшний день ведутся внутренние работы. Также сейчас в завершающем этапе находятся работы в новой школе на 203-м микрорайоне, которая должна быть вот-вот введена, и там будет у нас еще 360 новых школьных мест. Также в этом году был построен и введен в эксплуатацию новый детский садик Сардана на 315 мест. Как я уже сказала, мы проводим серьезную совместную работу с правительством республики по линии строительства новых школ. И на сегодняшний день нами подготовлены для предоставления последующего земельные участки, на которых мы надеемся, что при поддержке федеральных институтов развития в следующем году начнется строительство 12 новых школ при федеральном софинансировании. В 2020 году нам удалось провести капитальный ремонт в 11 детских садах, 10 школах и 5 летних лагерях. Но средств на эти мероприятия у города уже не хватает. Здания ветшают быстрее, чем появляются средства в местном бюджете. И мы ставим вопрос перед правительством республики по финансированию капитального ремонта образовательных учреждений. Настоящим вызовом для всей системы образования стало дистанционное обучение в связи с ограничениями, которые были введены против коронавируса. И весной у нас дети полностью обучались на дистанционке, а с осени мы ввели скользящий график, классы и потоки учатся в смешанной системе. При этом пригородные школы все-таки учатся у нас сейчас в очной форме и просто работают с меньшей наполняемостью, чем в обычное время. Я хотела бы поблагодарить городских учителей, всех работников образования за то, что в этот очень сложный период вы все-таки поставили в приоритете качество знаний для своих учеников, непрерывность образования, и чтобы эти трудные пандемические времена не сказались в будущем какими-то пробелами в их знаниях. Огромное вам за это спасибо. Когда я вам рассказывала про дороги, я сказала, что мы понимаем всю важность обустройства в городе безбарьерной среды и работаем в этом направлении, поскольку в городе Якутске практически 13 400 инвалидов, и в том числе количество детей-инвалидов 1564 ребенка.
В 2020 году мы смогли выделить на это 7,4 миллиона рублей и построили 4 пандуса и 6 подъемников в жилых домах и административных зданиях на территории города Якутска. В рамках мероприятий по благоустройству жилых домов, в которых проживают инвалиды первой и второй группы, мы провели работы по полному благоустройству 20 частных домов. И нужно отметить, что в 11 семьях, в домах, в которых были произведены работы по благоустройству, есть дети-инвалиды. С 2019 года, вы знаете, в городе Якутске начала работу специализированная служба социального такси для лежачих больных и людей, которые передвигаются в кресле. Это инвалиды первой и второй группы. На поддержку такси в этом году мы также выделили 2,6 миллионов рублей, и благодаря этой поддержке из местного бюджета было выполнено более 2000 поездок, которыми могли воспользоваться наши инвалиды. Расходы на благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство являются вторым главным и важным направлением после социальной сферы. На эти нужды в 2020 году мы с вами потратили 1 миллиард 325 миллионов рублей. На эти деньги мы с вами благоустраиваем наши дворы, мы строим новое освещение. Ну и во всех округах нынче и во всех пригородах были проведены ремонтные работы на детских площадках, на детских и спортивных площадках. Мы считаем, что это очень важно для безопасности детей. Установлено новое игровое оборудование, скамейки, малые архитектурные формы на 49 площадках. Одной из важнейших наших задач является также и обустройство санитарных точек. Это мест накопления и сбора отходов. Мы построили в этом году беспрецедентно большое количество выгребных ям. Конечно, жаль, что в 21 веке мы с вами разговариваем о выгребных ямах, но такова наша с вами действительность. И в 2020 году мы построили выгребных ям в 6 раз больше, чем в 2018 году. Но тем не менее потребность в них остается, и по городу нам с вами необходимо построить 200 таких выгребных ям. Вообще мы планируем в следующем году полностью привести в порядок вот это вот хозяйство, и тогда мы сможем с вами вообще в принципе избежать такого понятия, как мерзлые бытовые отходы. Мы провели очень серьезную работу по организации мест накопления в ТКО и в благоустроенном жилом фонде. Но в работе у нас остается еще 389 площадок ТКО, и всего по всему жилому фонду порядка 1500 площадок. За счет муниципального бюджета также устанавливаются и мусорные контейнеры. 607 таких контейнеров мы установили в этом году, что более чем на 100 штук, больше, чем в прошлом. Мы с вами устанавливали бункеры для накопления твердых коммунальных отходов. Это такие большие бункеры, вы видели их, особенно в пригородах. Основная часть мусорных контейнеров были установлены в автодорожном округе, в промышленном округе, в Сайсарском округе и в строительном округе. И более того, в ноябре мы подали заявку на закупку евроконтейнеров для раздельного сбора мусора. Жители города готовы к раздельному сбору мусора. Это говорит о высокой степени экологического просвещения наших жителей, за что вам огромное спасибо. И, значит, если наша с вами заявка будет удовлетворена, то в следующем году мы с вами закупим около 1500 евроконтейнеров для раздельного сбора мусора, повторюсь, на общую сумму 29 миллионов рублей. Очень большую эффективность показала та работа, которую мы начали в прошлом году по установке пожарных сигнализаций в деревянном многоквартирном жилом фонде. И это помогло нам избежать большого количества пожаров вот именно в деревянных домах. И если в прошлом году мы установили 193 пожарных сигнализаций в домах, то в этом году мы с вами установили уже 200, и эта работа будет продолжена в последующие годы, потому что это помогает сохранять не только имущество жителей, не только жилье жителей, но и жизни. За последние 2 года, благодаря срабатыванию вот этой сигнализации, установленной нами, мы спасли десятки жизней и домов от гибели в огне. Мы провели в прошлом году огромную работу
и разработали и утвердили схему газоснабжения высокого давления в городе Якутске. Эта работа не проводилась 6 лет. А в 2020 году мы уже пошли дальше и приступили к разработке схем газоснабжения низкого и среднего давления. И приоритетным выбрали для начала микрорайон Марха. Вы знаете, там проживает более 10% жителей города Якутска. Выбрали для себя Покровское направление Покровского тракта. Там сейчас тоже очень развиваются микрорайоны с индивидуальным жилищным строительством, и село Пригородный. В этом году также проведены строительно-монтажные работы в микрорайоне Северный. Вы помните, в свое время 1300 земельных участков были предоставлены для многодетных семей. И мы надеемся, что в ближайшее время, благодаря этим работам, они получат возможность подключения к сетям газораспределения. Уходящий год снова преподнес нам сюрпризы в части погоды. И последние 2 зимы выдались аномальными по уровню снега. Метеорологи отмечают, что норма осадков была превышена в 2-3 раза. Объемы вывоза снега на снежный полигон в этом году составили около 570 тысяч кубических метров. Это исторический рекорд. По крайней мере, за последние 10-15 лет средние цифры вывоза снега с улиц города в год составляют обычно 250-350 тысяч кубических метров, плюс-минус. Но рекорд прошлого, 2019 года, был 428 тысяч кубометров, и продержался он, как видите, совсем недолго. В этом году мы с вами, как и все россияне, продолжаем претворять в жизнь новые федеральные законы. И вот с 1 января 2020 года вступил в силу новый федеральный закон об ответственном обращении с животными, и существенно изменились правила отлова и содержания безнадзорных животных. Главным образом, конечно, мы говорим о собаках. Теперь все они должны пройти процедуру отлова, содержания, вакцинации и выпуска в прежнюю среду обитания, в естественную среду обитания, кое для этих собак являются улицы нашего города. И теперь в соответствии с новым законодательством умерщвлять животных категорически запрещено. В августе мы заключили муниципальный контракт с благотворительным фондом «Помоги выжить» на оказание комплекса мероприятий, связанных с реализацией нового федерального закона на территории нашего с вами города. И под эти нужды благотворительному фонду было выделено 14,7 миллионов рублей. Нужно сказать еще и то, что 562 собаки нашли себе новых хозяев, за что огромная признательность от меня и от всех жителей города этим добрым людям, которые приютили бездомных животных. В период аномальных зимних холодов было принято нами решение приостановить выпуск собак, и сейчас они все находятся в пункте передержки животных. Нерешенной проблемой для нашего города является по-прежнему строительство приюта. Его стоимость оценивается предварительно в 74 миллиона рублей. Но мы понимаем, что это должно быть отапливаемое помещение. Летом тоже, соответственно, должны быть определенные условия содержания собак. Но в бюджете Республики Саха-Якутия на 2021 год предусмотрено всего 21 миллион рублей. Денег на строительство в городском бюджете, конечно же, нет. И в республиканскую программу средства, к сожалению, тоже не заложены. Федеральная программа финансирования строительства приютов еще не заработала, и поэтому, конечно, денег на приют из центра тоже нам на сегодняшний день ждать не приходится. Еще одной очень важной проблемой, которая непосредственно отражается на стабильности функционирования городского жилищно-коммунального хозяйства, является наличие большого количества бесхозяйного имущества. Это сети. И поэтому мы уже 3-й год проводим работу по принятию такого бесхозяйного имущества в муниципальную казну и последующего их оформления и передачи новым хозяевам. И вот в результате проведенной нами работы в этом году было паспортизировано 1127 бесхозяйных объектов, в том числе 700 объектов газоснабжения, а это на 100 с лишним объектов больше, чем в прошлом году. И мы намерены продолжить эту работу и в ближайшие несколько лет вообще в целом приостановить появление на территории города Якутска такого вот бесхоза, потому что каждая труба, каждый столб, каждый провод в городе должен иметь хозяина и должен надлежащим образом обслуживаться. Еще одним значительным событием уходящего года, именно значительным, я подчеркиваю, потому что речь идет о теплоснабжении,
стал запуск новой котельной по улице Лермонтова, и запустила и полностью за свой счет построила эту котельную акционерное общество «Теплоэнергия», стопроцентным собственником которой является город Якутск. Новая котельная очень мощная, современная, она может работать в условиях чрезвычайной ситуации и имеет много-много других инновационных технических решений, которые позволяют говорить об ее стабильной работе при любых условиях. — 2020 год – год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. И в городе Якутске мы с вами объявили его годом поколений, а в республике – годом патриотизма. Мы с вами начали заранее подготовку к проведению этого года. Были запланированы более 100 мероприятий, но пандемия внесла свои коррективы. Тем не менее, более половины всего того, что мы с вами задумали на этот год, мы смогли реализовать. 8 мая на площади Победы прошла торжественная церемония водружения Знамени Победы. Совместно с жителями были организованы музыкальные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны непосредственно в дворах, где они живут, в рамках всероссийской акции «Поем всем двором». Я сама принимала участие в таком дворовом концерте, и нужно сказать, что по теплоте эмоций, по теплоте вообще того настроения, которое царило среди всех соседей, и самое главное, среди всех участников концерта, конечно, это нисколько не уступало всем тем концертам, которые мы проводили в предыдущие годы. И нужно было видеть радостные глаза наших ветеранов, к которым пришли и под окнами пели самые именитые артисты нашего города и республики. В рамках празднования 75-летия Великой Победы в мемориальном комплексе солдат Туймады состоялось открытие памятника собирательному образу якутского снайпера. Снайперов, которые в годы Великой Отечественной войны защищали нашу Родину. В дни празднования Великой Победы мы вручили 1802 комплекта юбилейных медалей 75 лет Великой Победы нашим дорогим участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, ветеранам тыла. В трудной эпидемиологической ситуации 2020 года, к большому нашему сожалению, к большому нашему огорчению, мы не смогли провести наш традиционный, любимый праздник Эсэх в том виде, в котором мы его проводили столетиями. Тем не менее, мы с вами воссоздали дух нашего праздника, и символически программа мероприятий, которые прошли в онлайн-формате, состояла из 75 самых-самых интересных событий, в которых вы могли принять участие на разных площадках, в социальных сетях и также по телевидению. Трансляции нашего праздника просмотрели более 4 миллионов раз. В канун национального праздника Эсэх мы смогли передать подарок, маленькие небольшие обрядовые наборы для всех горожан старше 75 лет, чтобы хоть как-то порадовать их и высказать им свое внимание и уважение. В прошлом году мы все вместе, и я подчеркиваю, при участии непосредственном вас, горожан, мы основали Парк Победы. В этом году работы были продолжены, и в торжественной обстановке мы открыли памятную стелу на территории нашего нового общественного пространства, посвященную трудовому подвигу якутян в годы Великой Отечественной войны. Завершен первый этап строительства нашего с вами народного Парка Победы, уложена тротуарная плитка, а закончить все работы на этом объекте мы с вами должны к 2022 году, столетию нашей республики. Мероприятия, посвященные Победе, Великой Победе, продолжались весь год. В сентябре в Сайсарском округе мы торжественно открыли новый сквер с памятником герою Советского Союза Владимиру Лонгинову. А 7 ноября на территории уже любимого всеми Парка Победы состоялось открытие памятника другому легендарному герою Великой Отечественной войны Ивану Кульбертинову. Готовясь к празднику, в этом году мы провели текущий ремонт площади Победы, заменили звезду на вечном огне, отремонтировали плитку, привели в порядок стелы городов-героев. И в наших планах провести полный ремонт всей площади
к следующему юбилею Победы. От имени руководства города, от имени всех жителей столицы нашей республики я хочу еще раз выразить слова благодарности, восхищения нашим ветеранам. Мы все желаем вам крепкого здоровья, жизненной энергии, заботы и внимания близких. От вас поступает очень много предложений и пожеланий по вопросам благоустройства нашего города. Это и ремонт детских площадок, это и озеленение, ремонт тротуаров, вопросы заболоченности и пыли в нашем городе. В этом году мы провели опрос по вопросам благоустройства, и мы составили по итогам этого опроса рейтинг проблем, озвученных вами. И первую тройку позиций занимают вопросы мусора и несанкционированных свалок. Также вопросы системы водоотведения и большого количества пыли в городе. И если по вопросам строительства новых дорог, новых тротуаров, уличного освещения мы объективно в этом году сделали довольно серьезный шаг вперед и неплохие результаты показали в этом году, то по остальным вопросам, конечно, работа еще у нас немножко пробуксовывает. Мы начали в 2020 году усиленную работу по вывозу несанкционированных свалок. И я думаю, что жители Хатаса, Тулагина, промышленного или строительного округов подтвердят мои слова. Мы с вами изыскали дополнительные источники финансирования, и в целом нам количество удалось существенно снизить. И в этом месте я бы хотела снова поблагодарить неравнодушных граждан, предпринимателей, которые также принимали участие в этой работе и очищали вместе с нами наш город. Однако системные и наиболее капиталоемкие работы, такие как единая система водоотведения, которой в городе никогда не было и нет до сих пор, такие как ремонт в большинстве дворовых территорий и даже в центре города, это требует существенных денежных вливаний, и на них при любом мэрии, при любом бюджете, в любые времена денег всегда не хватает. Поэтому мы с коллегами приняли волевое решение саккумулировать средства в бюджете специально на эти цели, чтобы максимум за 3 года достичь существенных изменений в сфере благоустройства нашего города. Мы разработали 3-летний план благоустройства и озеленения на территории города Якутска, рассчитанный на 2021, 2022, 2023 годы. И уже сейчас на данном этапе смогли заложить на эти цели в бюджете города Якутска 600 миллионов рублей. Я считаю, что это должно дать существенный толчок в изменении ситуации. Мы предварительно запланировали благоустройство 24 дворовых территорий. Всего за 3 года мы планируем благоустроить 40 дворовых территорий. Параллельно мы будем восстанавливать придомовое озеленение. Мы, обязательно, и мы очень надеемся, что именно вы, уважаемые горожане, не останетесь в стороне, потому что рабочих рук всегда не хватает, хозяйского глаза всегда не хватает, и поэтому мы очень рассчитываем на вашу помощь при проведении этих работ. Мы уже озвучивали это решение о проведении 3-летия благоустройства в городе Якутске. Оно нашло поддержку у общественности, нашло поддержку у депутатов Якутской городской думы, у предпринимательского сообщества. Также мы сейчас уже работаем с крупными управляющими компаниями, которые готовы поддержать обустройство дворовых территорий в рамках 3-летия благоустройства города. Мы также очень надеемся и рассчитываем на серьезное софинансирование со стороны республиканского бюджета, например, через реализацию механизмов, заложенных в закон о статусе столицы. И, как я уже говорила, понимание со стороны руководства республики есть. Мы надеемся, что это выльется в конкретные дела и в реализацию конкретных проектов. Я бы хотела сказать, что и повторить снова, что в 2022 году мы будем большой праздник отмечать, это 100-летие Якутской АССР, и, конечно, столица нашей республики должна выглядеть достойно.
Что касается водоотведения, это один из таких вопросов, которые с наибольшей остротой встают сейчас в период глобального потепления, который коснулся и нашего города тоже. Надо сказать, что за 3 года, безусловно, понятно, что мы не построим систему водоотведения, но мы в любом случае разработаем схему, мы разработаем ПСД, и мы приступим к реализации проекта за эти 3 года. Вы видите, в каком состоянии у нас находится система водоотведения в городе Якутске. Местами это просто стоячая вода. И надо сказать, что лотками на сегодняшний день у нас оборудовано лишь 9% городских улиц по своей протяженности, но мы медленно улучшаем ситуацию благодаря в том числе и капитальному ремонту и реконструкции ряда улиц, которые производятся нами в соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные автомобильные дороги». К 2024 году мы ставим перед собой задачу оборудовать лотками 40% протяженности городских улиц. Но одного этого недостаточно, конечно. На оставшиеся 60% лотков, значит, на насосные станции и прочую соответствующую инфраструктуру параллельно необходимо изыскивать дополнительные средства. Это сотни миллионов рублей, а возможно и гораздо более серьезные суммы, учитывая, что наш город находится на вечной мерзлоте, и проблемы эти возникли и существуют в нашем городе не первый год. Ну и, конечно, в рамках 3-летия благоустройства в городе Якутске мы продолжим все те работы, которые были начаты ранее и признаны вами эффективными. Это и обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов, это и установка пожарных сигнализаций в неблагоустроенном деревянном жилом фонде. И, конечно, мы приложим все усилия для того, чтобы город Якутск стал действительно комфортным, уютным и теплым для проживания. Дорогие друзья, сегодня я представила вам самые основные итоги непростого 2020 года. Полный отчет в январе месяце будет размещен на официальном сайте окружной администрации. Все вы его знаете, кто интересуется, якутск.рф. И, конечно же, официально отчет будет представлен в Якутскую городскую думу, как того требует устав городского округа город Якутск. Но в преддверии Нового года мы всегда подводим итоги, как мы прожили этот год, какие были основные события этого года. Поэтому я решила, что вот мы давайте с вами немножко подытожим. И я бы хотела сказать, что да, действительно год был очень непростой. Он ставил перед нами новые задачи, новые проблемы. Но я хотела бы сказать, что он еще, может быть, и был послан нам для того, чтобы мы, каждый из нас, задумались о том, что самое главное в нашей жизни. В нашей жизни самое главное – это здоровье и благополучие наших родных и близких. Самое главное – это забота о наших старших. Самое главное – это поддержка друг друга. И мы с вами в этом году доказали, что большие дела иногда не требуют больших денег. Больше всего играет роль сплоченность и взаимовыручка. Этот год стал прекрасным примером благородства, прекрасным примером самых добрых порывов души, сколько замечательных инициатив было в городе, сколько работали наши волонтеры, как горожане помогали пожилым, одиноко проживающим людям, людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. И это огромная работа всего города, и это показатель того, что сердце нашего города, оно теплое, живое и горячее. Я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом и желаю в наступающем году благополучия вашим семьям, реализации всех ваших планов, новых успехов, новых достижений вашим детям, мира и гармонии.